В микрорайоне Марха по улице Заводская появился новый бассейн, правда, вместо водоотводных лотков. Причиной послужил недоброкачественный ремонт, который произвели еще весной этого года. Подрядной организацией тогда выступило общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Групп», а заказчиком – администрация Мархи. Кто принимал работу у подрядной организации и собираются ли устранить замечания? В материале Дмитрия Тымырова. 100 метров безобразия. Так новые водоотводные лотки называют жители Мархи. Это спасение от воды, заверяют в местной администрации. Стоимость работ – 600 тысяч рублей. Качество вызывает вопросы. Местами конструкция лотков между собой и вовсе не соединяется. Вот здесь я даже могу пройти. Когда лотки будут заполняться водой, вода может стекаться наружу. Рядом игровая площадка, дети могут провалиться. Бассейн для смелых. Вода, которая скапливается в лотках, рассказывают жители, никуда не уходит. Дети, конечно, бегают, прыгают, играют вот там. Лучше бы они не делали этого. Ну а для чего они сделали? Все равно они водопровод этот не до конца, по-моему, провели даже. И вода все равно не уходит? Не уходит летом она, там болото. Вода не течет. Там осенью, как стояла, там вода мало было. Весной, может быть, побежала бы, часа не что-то. Но это когда земля уже замерзла, делали же они. Бабки вложили, а это халтура. Больше чего я могу сказать? Оказалось, что к объекту были серьезные замечания. В администрации Мархи заявили, его не принимали до последнего. До 7 июня этот объект не принимал. По поводу некачественных работ, а также подрядная организация не представила никакой исполнительной документации. Мы написали предписание, 2 раза предписание было, о том, что они предоставили соответствующие документы. И расхождение было по техническому заданию большое. Качество работ было ужасное. Зам руководителя Мархи оказался откровенен со съемочной группой. Сперва рассказал о том, что глава микрорайона Михаил Иванов потребовал от него объяснительную. Требовал ответ, почему объект до сих пор не принят. Затем неожиданный поворот. Далее я узнаю, что 23 апреля, оказывается, меня сняли с экспертной комиссии председателя и поставили ведущего специалиста Канглиева Асан. И акты о том, что 23 апреля все благополучно было принято товарищем Ивановым. Третьяков уверен, руководство микрорайона подписал акт приемки задним числом. Нам удалось дозвониться до главы Мархи. Михаил Иванов считает, что слова его заместителя – это полная чушь. Это корыто для сбора воды, раз. Во-вторых, когда производились работы ремонтные, там в них в эти лотки бежало все, включая горячую воду, которую люди ставят на проточку, чтобы сливать систему отопления, воду сливать. Раз. Они из-за этого поплыли. Подрядчик, то, что там какого-то июня там принятые работы, ничего подобного. За это ответственное лицо просто нас сейчас проводится служебное расследование. То, что вам сказали, это лапша на уши. В администрации микрорайона по данному факту проходит служебная проверка. В мэрии Якутска сообщили, нарушения в Мархе должны быть устранены. Срок до конца марта следующего года. В противном случае подрядчик должен вернуть деньги заказчику. Вопрос в другом. Пока Третьяков и Иванов перекладывают вину друг на друга, жителям Мархи еще полгода наблюдать 100 метров безобразия. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Марха, Якутск.